Добрый день. Эфир НТРК Ингушетия продолжают новости 24 и коротко о главном. ЕГЭ продолжается. Сегодня выпускники вспоминают правила орфографии и пунктуации. По всей России проходит экзамен по русскому языку. Плюс 220 мест. Процент охвата детей дошкольным образованием растет. Новый детский сад в Плиево скоро примет своих первых воспитанников. Новые имена в истории нашего народа. Архивный фонд Ингушетии пополнился важными историческими документами. Сегодня по всей России выпускники сдают единый государственный экзамен по русскому языку. Это обязательный предмет в списке ЕГЭ, и в этом году в нем участвует почти 700 тысяч человек. Из них в Ингушетии заявлено 2955. Всего по республике сегодня открыто 19 основных экзаменационных пунктов. 7 из них специально оборудованы для выпускников с ограниченными возможностями здоровья. Еще 2 пункта будут открыты на дому для особо тяжелых детей. Напомню, основная волна ЕГЭ началась 27 мая. Выпускники уже сдали экзамены по географии и литературе. Тот, кто не наберет по необходимым предметам нужное количество баллов, сможет повторно пересдать их осенью этого года. Новый детский сад в Плиево скоро примет первых воспитанников. Дошкольное учреждение на 220 мест откроет свои двери ко Дню Республики. В детском саду созданы все условия для полноценного развития ребенка. Есть актовые и спортивные залы, просторные игровые комнаты и спальни. Сейчас там облагораживается прилегающая территория. Словом, проблема нехватки детских садов в нашей республике решается успешно. Тамерлан Хамхоев подробнее. У маляра при строительстве детского садика одна из самых ответственных миссий на объекте – наполнить все это место яркими красками. А так как дети воспринимают мир именно через яркие цвета, то и в садик они будут приходить с удовольствием. У Зареты Илиевой 4 детей, и 2 старших уже выросли из детсадовского возраста, так и не побывав в садике. Причина проста – отсутствие дошкольных учреждений в селе. Но открывающийся в этом году в Плиево новый детский сад дает Зарете надежду на дошкольное образование одного из ее младших сыновей. Актовые и спортивные залы, игровые комнаты и просторные спальни. В этом садике для дошколят есть все необходимое. Внутренние работы в здании почти полностью завершены, ведь сроки сдачи объекта уже подходят к концу. А открывать его собираются уже в этом июне. Садик изначально был рассчитан на 220 детей, но теперь внесены кое-какие изменения. Этот садик является уже не первым подобным проектом, который собираются реализовать в Плиево. Вообще-то изначально было рассчитано на 220 мест, но мы коллективно решили расширить его, направили письма куда следует, чтобы на 400 детей планируется строительство 6 садиков, помимо этого садика. Ну, будем ждать, будем надеяться, но если с таким серьезным подходом, если начнут, я думаю, вопросов у нас с дошкольными учреждениями не будет. Строительство садика было начато еще в 2014 году, и благодаря слаженной работе всех строителей он получился буквально как из сказки. В Плиево сейчас проживают почти 22 тысячи человек, и поэтому возведение этого садика именно здесь – большой шаг в развитии дошкольного образования республики. Строительство практически закончено, то есть строительство уже давно закончено, внутренние работы, которые вот в начале июня уже должно быть открытие садика. Садик очень такой хороший, добротный. Внутри, как вы сами видели, произведен очень хороший ремонт. Для малышей детский садик – это не просто место, куда они приходят утром и откуда уходят вечером. Здесь они развиваются физически и умственно, знакомятся со сверстниками, учатся общаться и заводят первых друзей. И уже в этом году у жителей Плиева станет одной проблемой меньше, потому что вопрос, в какой садик устроить ребенка, уже не будет волновать заботливых родителей. А дети перед тем, как шагнуть в школьную жизнь, пройдут своего рода подготовку к ней в детском саду. Тамерлан Хамхоев, Адам Далаков, Новости 24. Своевременная прививка может успешно предотвратить эпидемический паротит, или, как его еще называют, свинку. Об этом говорилось в ходе внепланового визита межведомственной комиссии в Малгобекскую районную больницу. Сотрудники Минздрава, Роспотребнадзора, эпидемиологи и главный советник главы республики по вопросам здравоохранения проверили, какая профилактическая работа проводится районными врачами против этого вирусного заболевания. Продолжит Ферида Миржоева.
Вспышка эпидемического паротита сегодня, пожалуй, главная проблема, стоящая перед этой межведомственной комиссией. Какова ситуация с заболеванием свинкой в Малгобекском районе? Прививаются ли школьники и проводят ли врачи районной больницы разъяснительные беседы с их родителями? Проверяют абсолютно все. Вы как заболели? Где заразились? От кого? От кого? От племянника, да? А племянник в садик ходит или в школу? В садик. Прививки у него не было, да? Ну, вот от больного племянника. А у вас? У тебя была прививка? Все прививки тебе сделали? Единственный способ защитить себя и своего ребенка от коварного недуга – это своевременная вакцинация. И хотя в целом ситуация с паротитом в республике пока не вышла за пределы эпидпорога, заболевших свинкой уже немало. Тамара Келегова пришла на плановый осмотр к педиатру, чтобы просто подстраховаться. Она считает, что когда дело касается детского здоровья, слушать стоит только квалифицированных врачей. Ребенок болеет, родители, конечно, надо это все делать. Как врачи говорят, так и надо делать. А то муж сказал, мать сказала, не надо слушать. У каждого своя голова же на плечах. Эпидемический паротит, свинка или заушница, как ее называют в народе, острое инфекционное заболевание, поражающее слюнные железы. При свинке повышается температура, припухают и болят при ощупывании слюнные железы. А при несвоевременном лечении последствия могут быть крайне тяжелыми, от панкреатита до бесплодия. Но если ваш ребенок был вовремя привит, он либо вообще не заболеет, либо паротит будет протекать в легкой форме. Все дети, в основном до 18 лет, и в основном больше подвержены непривитые. Поэтому мы говорим о том, что прививки по нацкалендарю очень обязательны. На данный момент это против эпидемического паротита. И по нашей статистике, из тех, кто заболел эпидемическим паротитом, 90% у нас привитые, и поэтому они прошли все в очень легкой форме. В тяжелой форме болеют те, которые были совершенно не привиты. Фатима Тумгоева лежит в инфекционном отделении больницы с двумя своими дочерьми, которые подцепили опасную инфекцию в школе. Мать обратилась к врачу при первых же симптомах и немало удивилась, услышав диагноз эпидемический паротит. Ведь она уже привила от свинки всех своих детей. Впрочем, именно благодаря своевременной вакцинации ее девочки уже на 3-й день пошли на поправку. В Зязи-Ковюрте все болеют свинкой. Периодически в каждом доме каждый ребенок болеет этой свинкой. Но это лишь один случай из целой череды подобных. Вспышка эпидемического паротита была зафиксирована в Малгобекском районе еще в начале мая. Причем болеют им как взрослые, так и дети. На сегодняшний день из 41, 37 человек мы уже привили. 2 из них уже переболели, и осталось там таких 2-3 человека, но с ними тоже уже ведется работа. Я думаю, до конца этой недели и это будет, потому что я после того, как мамы слушаются бабушек у нас, как всегда, там отцы не очень так, они навстречу идут, но поэтому мы ведем беседу вообще со всей семьей. На сегодня никаких осложнений у пациентов после этой инфекции на территории нашей республики не зафиксировано. К тому же сама волна паротита уже пошла на спад. Эпидемиологи объясняют это сезонностью инфекции. Она боится тепла. Теперь главная задача, стоящая перед врачами, развеять накопившиеся у населения мифы о вреде вакцинации. Постоянно родители понимали, что защитить своих детей от внешнего мира, от такой повышенной миграции, от такой, может быть, опасности внешней, которая сейчас имеется в природе, в среде окружающей. Может быть, дети недостаточно умеют еще гигиену соблюдать. Они пока еще маленькие, и ответственность за их здоровье и за будущее несут родители. Поэтому очень важно, чтобы родители не слушали каких-то знакомых, родственников, не читали из интернета. Есть врач, с которым можно поговорить, который компетентно расскажет и объяснит. Ставить прививку от паротита или нет, решать именно вам. Но решать нужно быстро. Вакцинацию проводят лишь дважды: в возрасте года и в 12 лет. И помните, на кону стоит здоровое будущее ваших детей. Фарида Миржоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Серьезный интерес к истории и способность, как у детектива, выискивать затерявшиеся факты помогли нашим архивистам обнаружить новые ценные документальные свидетельства по истории нашей республики. Месяц они изучали архивы Российской государственной библиотеки, Госархива России, Архива литературы и искусства, а также военно-исторического архива. Подробности в следующем материале.
Обращаясь к истории российского и советского кинематографа, до последнего времени мы и предположить не могли, что среди тех, кто стоял у его истоков, были представители ингушского народа. Яркое имя Шамиля Ахушкова вернулось к нам из забытия сравнительно недавно. И в этом неоценимая заслуга известного ингушского краеведа и исследователя Берснако Газикова. Из последней исследовательской поездки архивист привез копии сценариев Шамиля Ахушкова «Чудесный сад», «Солнце и мандарины». Еще одно имя, возвращенное в ингушскую историю, отец Шамиля Ахушкова Заурбек. В 1885 году он был вынужден уехать в Турцию. Там дослужился до полковника турецкой жандармерии. Но даже успехи на этом поприще не могли заглушить в его сердце любовь к России. Но находясь в Константинополе, он, как сам он пишет, очень любит Россию, очень любит родной край и просится домой. И то, что он любит Россию, Ягор доказал тем, что написал, находясь здесь, в Константинополе, сотни статей в российских газетах. А российские газеты это были Санкт-Петербургские ведомости, это самая крупная газета российская, и Южный край, Харьков. И вот мне пришлось в течение этого месяца просмотреть за 16 лет подшивки газет, вот, которых я назвал, и выявить более 400 статей Заурбека Ахушкова, но, правда, они под псевдонимом. И он действительно в своем письме пишет: я писал под псевдонимом, потому что он назвать свою фамилию не мог. Эти и многие другие ценные архивные находки сотрудники архивной службы Ингушетии Берснако Газиков и Иса Алмазов привезли из очередной командировки. Целый месяц они изучали архивы Российской государственной библиотеки, Госархива России, Архива литературы и искусства, а также военно-исторического архива. Из этих документов становится понятно, что именно ингушская интеллигенция сыграла основополагающую роль в истории нашего народа. Яркий пример – Пуасо Плиев, который оставил память о себе далеко за пределами родины. В 1893 году вышла в Ашхабаде книга. Это первая книга на русском языке, вышедшая в Туркмении. Она называется «Руководство для обучения туркмен русскому языку». У этой книги 3 автора, и один из них Пуасо Плиев, поручик, который служил в это время в Туркменистане. Вот. Но, к сожалению, этой книги мы в библиотеках в Москве не нашли. Мы планируем в дальнейшем в других библиотеках обнаружить. Ингуши навсегда вписали свои имена в военную летопись страны. Список ингушских генералов российской армии недавно пополнился именем красного комбрига Бориса Лавиновского, героя Первой мировой и гражданской войн. Нам удалось обнаружить одно дело, которое, к сожалению, оказалось закрытым, но нам пошли навстречу и сделали 4 страницы копий из личной анкеты его, которую мы можем показать, и где действительно написано, что национальность ингуш. Борис Яковлевич Лавиновский, уроженец Владикавказа, окончил Казанскую мужскую гимназию, Николаевское кавалерийское училище, высшие академические курсы старшего и высшего комсостава. Обладал знанием немецкого, курдского, ингушского и латышского языков. С 1914 года по 1917 ротмистр, с 1917 по 18 командир дивизиона. Участвовал на фронтах гражданской войны, в разгроме банд Антонова и Махно, а также на Туркестанском фронте против басмачества. Обладатель многих наград. Был очень уважаемым офицером, который входил в элиту советскую. Он был близок с Тухачевским. Ну и, к сожалению, жизнь его оборвалась рано. Вот. И наша теперь очередная задача, связанная с этим именем, обнаружить, найти его отцовские корни. Кем он все-таки был, из какой фамилии был. Самобытность ингушей вдохновила творчество ни одного зарубежного исследователя и путешественника, а также писателей и поэтов России. Михаила Булгакова гражданская война забросила на Северный Кавказ, в Грозный и Владикавказ. Будущий всемирно известный писатель тяготы того тяжелого времени скрашивал в кругу ингушской интеллигенции, в семьях Абдулгамида Гойгова и Заурбека Мальсагова. В Владикавказе он написал свои первые пьесы «Самооборона», «Братья Турбины», «Глиняные женихи», «Парижская коммуна» и «Сыновья Муллы», в которой он описал владикавказскую ингушскую интеллигенцию. Впервые на сцене Владикавказского театра состоялась премьера этой пьесы в исполнении ингушской труппы, драматургом которой и стал Михаил Булгаков. Копию мы сняли с пьесы Михаила Афанасьевича Булгакова «Сыновья Муллы», которая до какого-то времени считалась утерянной. Вот. Мы ее обнаружили в Москве, в
рукописном фонде Государственной библиотеки и привезли домой. И в скором времени, я думаю, зрители, читатели могут познакомиться с содержанием. Все это лишь малая часть документальных находок, обнаруженных нашими архивистами. С каждым открытием история нашего народа предстает все более богатой. Впереди еще много новых свершений и исторических сенсаций. Хава Султыгова, Майрбек Миржоев, Новости 24. У меня на этом все. Увидимся в 16:00.